меня. Что надо сделать? Его Как его опустить? Или мы сейчас давайте отрегулируем? Телефона, Так да? оно Как все. этот вот, если Пошли экранная поставим заставка. туда, чтобы сразу. Я пришла, только его вставила туда и все. Ксюш, честно, Так вот, можете смотреть. на улице где не ставить? снимать его так, вот. Вот это вот сняли и А все. дальше потом? А потом вот этого подняли и это. Да, ну я и древняя. А на улице где ставить? На улице На не улице ставить, я держать. руками подержу. А, на улице Да. подержите. А потом просто буду идти, уже как получится. Ну, сейчас так поставим. Я бы вот сейчас поставила, чтобы полностью алтарь было видно. Нет, так будет не то. Я бы ее вообще поставила. Тут, конечно, возле креста. Тут два стула. Вот так, то есть, вот так вот. Вот так вот возвращаемся. Нормально. Свет включится, будет хорошо. Просто, если ты думаешь, отсюда будет лучше, что так не очень картинка. Оно здесь все будет, как раз и здесь будет. А чего сюда? Освещение. Блин, чтобы алтарь был. Так, а этот, Это не обязательно. Ну хотя, Смотрите, ну, чтобы все было то видно. есть я могу вот так вот, что я должна сделать, чтобы ее повращать? Или лучше ее вообще не трогать? Вот это. То есть Закрепить, Всё, вот это поняла. открепить. И вот повернуть. В принципе, можно и здесь поставить. Да. Если мы будем ходить где-то, чтобы вы Я могла. крутили, да, ворочали. если что, будет со Стасика. А наклонить нельзя ее никуда. Камеру? Тут можно. Здесь. Надо Тоже ж- с этим. Нет, не этим. Не этим. Не, значит. Не, как-то ж можно. Подожди, чем? Это не, это другое совсем. Ну, можно. А, на максимум? А, не на максимум. Ань пароль сказала, если заблокируется. Что бывает? Пусть снимет его Так, вообще. если в прямом он не заблокируется. Ну, мало ли что, пусть снимет его. Пусть вообще уберет его. Короче, смотри, ты сейчас вот. его до конца мне Я делаешь. зафиксировал. То есть, если я захочу повернуть, мне надо просто чуть-чуть. Открутить. Оно не упадет, если я чуть Нет, больше оно крутану, как бы держится. ничего, да? Нет, и все, и поворачивается. В принципе, смотрите, когда там будет заканчиваться все, я попрошу моего коллегу, скажу, он вам подскажет, чтобы вы зашли сюда, когда будет уже с Пасхом заходить, чтобы вы сняли. Просто, Не в открутите. руках держать, а уже чтобы было. Так Да, это мне чтобы нужно вот заранее здесь. зайти. Да, А это же да. в прямом эфире. Как я буду заходить с ним? Пофиг. Ничего страшного, зайдете, просто поставите, на дверь будет направлена, и когда ксенз будет идти, чтобы, тоже как бы ворочали ее, чтобы, Ну, я проводили. поняла. Слышишь, когда я гляну, вот так будет нормально, да? С этой стороны, если вот так, да, ты предлагаешь? Ну, в принципе, нормально. Ну, оно видно. Свет будет включаться, потом будет все хорошо видно. А дальше я уже регулирую просто. Просто А потом здесь закрепить. я могу трогать, нет? Там, если... А нет, все, она стоит, картинка и все. Все, значит. Что ручка тут стоит. Так. Может, я куда-нибудь в сторону или она надо? Что? Там освещается. Я поняла. Будет еще.
Сейчас. Поближе поставить. Не-не-не. Скидывайте сразу. А если все обрубается? Звонок не было. Двухсторонний. А да тут 82% еще было. Если на самом деле звонок работает, что мне делать? Он все вырубил. Звонок? Сейчас проверю. Включи беззвучный. А, включен. Я еще потом. Иди сюда. Стас. Иди сюда. Скажи свой номер. Номер свой скажи. 375. Что? Давай звони. 25. 94. 394. 394. Нет, все нормально. Админ, ты дурачок. Я должна нажать отмену, да? Если вот это Короче, Стас. я его нарисую. На листике нарисую. Все рисуйте отмены. Короче, ты смотри на меня, если вдруг что, у тебя зовут и приходишь. Так а что код? Ну, пока прямой Это эфир, графический. пока прямой эфир не заблокируется. Это вот время идет, да? 10 минут уже стрим идет. Стас, короче, смотри на меня, все. Если я тебе вот так,
На гэта адказваем, дзякуем Богу. Паспрабуем. Святло Христа, дякуем Богу. Не Пану Богу, как усе разом, Богу. Говориться у шалі так само написано Богу. Дякуем Богу. Пасля гэтага свята абвяшчае такая доўгая малітва, доўгі спеў абвяшчэння Пасхі. Падчас гэтага ўсе мы стаім і ўрачыста таксама праслаўляем Пана Бога. Пасля гэтага адбываецца 8 чытанняў, чытаем. Пасля 7-го чытання спяваецца хвала на вышыне Богу. Урачыста б'юць усе званы. Пасля чытаецца 8-е чытанне, эпістала, значыць, і пасля гэтай эпісталы трайное Аллилуйя спяваецца. Пасля гэтага Аллилуйя Евангелія, пасля Евангелія гамілія каротенькая, пасля гаміліі асвячэнне, як мы бачым, тут вот стаіць з левой стороны маёй вода. Это вода, якая ўжываецца на працягу ўсяго году падчас хросту. І асвячэнне гэтай хрысцільнай вады. Пасля гэтага асвячэнне вады, якой будзем акроплены падчас гэтай урачыстай святой мшы. І таксама аднаўленне нашых абяцанняў хросту. Пасля гэтых абяцанняў малітва вернікаў. Пасля малітвы вернікаў, так як і далей заўсёды святая мша, літургія святой мшы эўхарыстычная. Пасля літургіі эўхарыстычнай святой мшы каротенькія аб'явы і урачыстае благаслаўленне. І пасля благаслаўлення зноў пераносіцца манстранцыя з найсвяцейшым сакраментам у гроб нашага Пана Ісуса Христа. И там одаруем до апошнего человека. Поэтому захочу вас духовно подрыхтоваться уже несколько хвилин и поволі уже выходить на улицу. И так само, коли запалим пасхал, это уже коли будем выходить у костел, то от пасхалу министранты раздадут усім нам свет. Значит, запаливаем свои свечки. И падчас абвяшчэння Пасхі, вось гэта доўгага спеву, як я называю, мы стаім з гэтымі запаленымі свечкамі і праслаўляем Бога за тое, што Ён уваскрос. Таксама патэлефануйце сваім блізкім, што ёсць трансляцыя гэтай святой мшы на YouTube. Святы Бенедикт называецца гэта трансляцыя. На нашай групе у Вайберы ёсць ссылка на эту трансляцию, поэтому кто застаўся дома, то карыстаецца компьютером, то можа этой ссылкой скарыстацца і дома таксама глядзець трансляцию з нашага касцёла. Дзякуем пані Олі, нашему Станиславу за эту трансляцию. Дзякуй. І цяпер ужо выходзім на вуліцу. Чего не...
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Єсус Христос перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ўшаноўваем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молимся. Божа, Ты праз свайго Сына спаслаў верным огонь Твоей славы, асвяці гэты огонь і праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Христа Пана нашага. Амин. Христос учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належить час і вечность, Яму хвала і валадарство праз усе веки вечные. Амин. Праз свои святые раны славные, нехай стереже і ахоўвае нас Христос Пан. Амин. Святло Христа, який ухвалив воскрес, нехай розгонить темру наших серців і думок.
Світло Христа. Світло Христа.
что на хвалу имя Твоего оквярованы, не стом напали мне, рассеиваючи тьму этой ночи, и приняты Тобой приемных вода, нехай случится со светлом небесным, нехай же он полымнее аж до свитания, покуль не взойдет соправдное солнце. Иисус Христос, Твой Сын с мертвых повсталый, який освятив род людський своею ясностью, и с Тобой живи, владарец, на веки вечные. Амен, амен, амен. Дорогі брати і сестри, урочисто розпочавши пасхальну вігілію, со спокійним серцем послухаємо Слово Божие, розважаємо, як минулі часи Бог збавив народ свій і нарешті послав нам свого Сина як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавлення и привел нас до полного откупления. Тушим свечки и сядаем. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безладдям і пустечею, і темра була над поверхней бездани, і Дух Божий лунав над водами. І сказав Бог: нехай станеться світло, і сталося світло. І убачив Бог світло, що йому добре, і відділив Бог світло від темри, і назвав світло днем, а темру назвав ночью. И был вечер, и была раница, день перший. И сказал Бог: нехай станется скрепение посеред воду, и нехай вино отделите воды от воду. И учинить Бог скрепение, и отделил воды, чтобы скрепение от воду что над скрепением. И так сталося, и назвал Бог скрепение небесами. И был вечер, и была раница, день другим. И сказал Бог: нехай зберуться води, що під небесами, в одно місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу землею, а збор водам морем. І убачив Бог, що це добре. Сказав Бог: нехай земля видасть зеленину, траву, що розсіває насіння, і плодове древо, що дає плод поводле гатунку свого, у яким насіння його. І так сталося. И выдала земля зеленину, траву, что рассевает насенье поводле гатунку своего, и древо, что дает плод, у яким насенье поводле гатунку его. И убачил Бог, что это добро. И был вечер, и была раница, день третий. И сказал Бог: нехай станутся светила над небесным скрепением, как отделили день от ночи, как вызначили певные часы, дни и годы. Нехай станут цели светилами на небесном скрепении, как осветлять землю. И так сталося. И учинил Бог два светила великие, светило большее, как кировало днем, и светило меньшее, как кировало ночью, и зорки. И сместил их Бог на небесном скрепении, как осветлять землю, и кировать днем и ночью, и отделять светло от темры. И убачил Бог, что это добро. И был вечер, и была раница, день четвертый. И сказал Бог: нехай закишать воды живыми створениями, и нехай птаство летает над землею под небесным скрепением.
так сталося. І створив Бог диких звіров поводле їх роду, живьов поводле їх роду, і всіх земних ползунов поводле їх роду. І убачив Бог, що это добре. И сказал Бог: учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства, нехай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усей землею и над усіляким ползуном, что ползає по землі. И створив Бог человека поводле своего образу, поводле Божьего образу створив его. Створив мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им: плодитеся и размножайтеся, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесными и над усіми живыми істотами, які рухаються по землі. І сказав Бог: «Вось я даю вам усілякую траву, що розсіває насіння по всій землі, і усіляке дерево, плод якого розсіває насіння, каб яны були вам на спожити. А усім живим істотам на землі і усілякому небесному птаству, і всьому, що повзає по землі, і має в собі дихання життя, я даю на спожиток усіляку зеленину». І так сталося. І убачив Бог усе, що він створив, і було воно вельми добре, і був вечір, і була раніця, день шостий. Так были завершены небеса и земля, и все ихнее войско. И скончил Бог у сьомий день працю свою, якую зробив, і на сьомий день відпочив від усієї праці своєї, якую зробив. Гэта Слово Боже. Милостью Бога полнится земля, милостью Бога полнится земля. Правдиво слово Бога, и все вчинки огонные верные. Он любит справедливость и правосудие, милостью Бога полнится земля. Милостью Бога полнится земля. Словом Бога створені небеси, диханням Його устно уся їхняя мовость. Ён води морські збирає, бицем у мех, бездани складыває в сховах. Милостью Бога полнится земля. Щасливий народ, Богом якого його спав, народ, який він вибрав собі в спадщину. Ён поглядає з небеса, бачить усіх синов чоловічих. Милостью Бога полнится земля. Душа наша чекає Пана, Ён наша допомога і оборона. Милосердність Твоя, Паня, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Милостью Бога полнится земля. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах, учеников откупленный Тобой народ зразумел, накольки цудовной была справа створения на початку, еще цудовнейшей справа откупления помни часу, коли як паскальное огнем было
сказал Исаак Аврааму, отцу своему: «Отец мой». А той отказал: «Это я, сыне мой». И он сказал: «Вось огонь не треб, где ж я глянуся спаление». Авраам сказал: «Бог не глядит себе, глянуся спаление, сыне мой». И они шли по 2 раза. И пришли на место, про якое сказал ему Бог. Авраам побудовал там охвярник, расховал дровы и звяжал вже сына своего Исаака, покол его на охвярник поверх дрова. И протягнул Авраам руку свою, и взял нож, как заколоть сына своего. Але не упана покликал
славу мою на фараоні і всім войску його, коли стіницях і вершинах його. І доведаються єгиптяни, що я пан, коли покажу славу мою на фараоні і всім войску його, на колясницях і вершинниках його. І зрушився ангел Божий, який йшов перед войском Ізраїля, і пішов ззаду їх, а разом з ними і слуг облачний пересунувся вперед і назад. Став поміж войсками
помолимся. Боже, в наши часы сяют давние Твои суды, боя грани Твоим Отцем, вызвали один народ от переследу фараона. Этот теперь разводы хросту, ведешь все народы до избавления. Ученикам все люди сталися, духовными детьми праотца Авраама, и досягнули годности обранного народа, праз Христа Пана нашего. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан Могутел, имя Егоное, и Откупитель твой, Святый Израиля. Богом всю землю будь названное, бо жонку покинутую и засмученную духом, клиша тебе, Пан. Я до жонки, отринутую в молодости, звертаюсь на тебе, твой Бог. На мой час я покину тебе, а не с великой милостью приму тебе. По приступу гневу я сховал тебя от тебе, на хвилину опишу мою, при увешней милосердности зведуюсь над тобою, каже Пан, Откупитель твой, бо для меня это не годы ноя. Коли присягну я, что водою не пройдусь больше на землю, так присягну я, что не буду гневаться на тебе, и доверять тебе не буду. Бо горы снимусь, и по горке захистаюся, а не милосердность моя не отступит от тебе, и заповедь спокою моего не похиснется, каже Пан, який споглядає тебе. Нещасная, несутешная, якую кидаюсь горою. Вось я покладу твои поставы на рубинах, и подмору твой на сапфирах. Я шмаю оздоблю твои вежи, упригожу крышталем твоей правой. Усю огорожу твою каштовными каменями. Все сыны твои будут учиться у Пана, и поспех сынов твоих будет великий. На справедливости будет твой мостный подмурок. Ты возбудишься утиску, бо не будешь бояться, возбудишься жаху, бо не подойти до тебе. Это Слово Божие. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил, и не дозволил ворогам моим потешаться зря. Пане, Ты вывел сознание душу мою, Ты уратовал життя моє серед тих, хто сиходить у мою.
Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Самсавні, всі діти Давода, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Навошта вы отважаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, что не бы насытиться? Слухайте уважливо мене и споживайте добро, и нехай душа ваша не тішиться духом. Схилите ухо свое и придите до меня. Послухайте, и жить будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Вось я учиню его для народа свідком, проводыром и наставником для народа. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, які не ведали тебе, побягуть до тебе, деля Пана Бога твоего и Святого Израиля, бо он уславит тебе. Шукайте Пана, покуль он дозволяє знайти себе. Кличьте его, покуль он близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и он змилуется над ним, до Бога нашего, бо он щедрий на пробачення, бо має думки, это не ваши думки, и ваши шляхи не мои шляхи, каже Пан. Бо як небеси возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно як дождь и снег падает с неба, и туди не вертается. А ликует землю и робить ее родливой, и она родить и приносит плен сепиту, и хлеб для того, кто есть, так и слово мое, якое выходит из уст моих, не вернется до меня без плену, поколь не вспомнить тое, что я хотел, и с поспехом досягнет того, деля чего я послал его». Это Слово Божие. Дякую.
Молимся. Всемогутный, вечный Боже, одиная надея свету, Ты устами пророка опрестил таямницы, что сполняются сегодня. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению, узрастают сноты Твоих верных, раз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Баруха. Слухай, Ізраїль, заповіді, які дають життя. Сіль вуха, як розпізнать мудрость. Як сталося, Ізраїль, що ти знаходишся в землі ворогов, змарнів ти у чужой землі, лічать тебе огнем, як мертвих. Ти злочив до тих, хто заходить в тла. Ти покинув границю мудрості. Коли б хотів би ти дорогою Божией, усупокоїш би навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое счастье, где светло очей и спокой. Але кто же вышел ей в это место? Кто вышел в скорбнице ее? Той же, кто ведает все, ведая ей и отшукая ее своей мудростью. Той, кто створил землю на вечные часы и наполнил ее четвероногими зверами. Кто послал светло, и оно пошло, покликал его, и оно послухалось его струптению. Зорки радостно хотят на своих вартах, и он покликал их, а они отказали. Восьмый, и они с радостью светят своему Створителю. И он Бог наш, и никто инше не может поравнаться с ним. И он прошел все шляхи мудрости, и дал ей слуге своему, Якубу и Израилю, умилованному своему. После з'явилась яна на земле, и поселилась среди людей. В этой мудростью есть книга заповедей Божьих и закон, які триває навеки. Кожен, хто його заховує, жить буде. Хто його відкидує, помре. Вернися, Якубе, тримайся його, ходи в взяние его светла, не давай славы своей чужинцу, не перевели твоих іншому народу. Счастливые мы, Израиль, поведаем то, что подобается Богу. Это Слово Божие.
Читання книги і пророка Езекіїля. І скероване було слово Боже до мене, сині чоловічі, дом Ізраїля жив на землі своїй, і зганьбив її поводинами і учинками своїми. І я спаслав на їх гнев мой за тое, що проливали кров на землю, і знеславляли її ідолами своїми, і розкидав їх серед народу, і вони розсіялися на землях. Я судил их поводле их поводин и учинков, и пришли они до народу, до яких пошли и ганьбили имя мое. Показали про их, что это народ Пана, и что из земли ягоной вышли они. И пошкандовал я святое имя свое, якое знеславил дом Израиля серед народу, до яких пришел. Тому скажи дому Израиля, что так говорит Пан Бог. Не теля вас я зроблю это, а теля моего святого ім'я, якое зганьбили ви серед народу, до яких пришли. Я освячу велике ім'я моє, знеславленное серед народу, у яких ви зганьбили його, і доведаються народи, що я Пан, каже Пан Бог, коли моя святость проявится у вас перед очима їхніми, і я возьму вас народом, и сберу с усіх землю, и приведу вас у землю вашу, и окроплю вас водою чистою, и будете очищены от усего бруду вашего, и от усіх идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый, внутро ваше, и соберу сердце каменное с тела вашего, и дам вам сердце с плоти, и дух мой вдохну внутро ваше, у моей вдохну внутро ваше и зроблю так, что вы будете ходить у законе моим, заховывать постановы мои и выконывать их, и будете жить на земле, якую я дал отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Коли я пойду и з'явлюся перед Божим обличчям, душа моя Божа, прагне Тебе. Я в походе за святочной громадой, у цудовный дом Божий, сярод обличчя в радости и с подякою. Душа моя Божа, прагне Тебе. Пошли свято Твое и Твою правду, нехай яны мяне вядуть. Яны приведуть мяне на Твою святую гору и до Твоего жиля. Душа моя Божа, прагне Тебе. Я прийду до Божого алтаря, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Божа мой Божа. Душа моя Божа, прагне Тебе. Молимся. Боже, постановлением старого и нового заповету, Ты рихтуешь нас до пасхальной таємниці. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, как примання дару, якими Ты теперь нас наделяешь, умацовал нас надежду на дар вечная.
нам не быть уже невольниками греху, бо той, хто помер, вызволился от греху. Коли же мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос, воскресший с мертвых, уже не помирает, смерть уже не має над им улади. Бо тое, що ён помер, тих помер раз ему завсёды для греху, а что живе, тих живе для Бога. Так и вы лишите себе мертвыми для греху, а живыми для Бога в Христе Иисусе. Это Слово Божие. Коли минула субота, на світанні першого дня тижня, пришла Мария Магдалена и другая Мария поглядеть могилу. И вот стался великий землетрус, бо анёл Пана, який сошел с неба, подошел, отсунул камень и сел на им. Выгляд же ягоны был, як маланка, и оденье ягоное было белое, як снег. От страху перед ним задрожали вартовники и стали як мертвые. Анёл же, промовляючи до жанчин, сказал: «Не бойтесь, бо ведаю, что вы шукаете Иисуса укрыжованного. Нема его тут, и он воскрес. Як сказал: подойдите, поглядите на место, где был покладенный, да идите худшей, скажите учням ягоным, что и он воскрес мертвых. И вось опереджуя вас у Галилеи, там его бачите. Это я сказал вам. И хутко отошедши от могилы, со страхом и великой радостью побегли поведомить учням ягоным. И вось Иисус, вышедший насустрач, сказал: «Витайте!» И они ж подошедши, обняли ноги ягоные и поклонились ему. Тогда каже им Иисус: «Не бойтесь, идите, поведомите братам моим, кабы шли в Галилею, там меня
маўчаць. Гэта слова Пана. Присядьте. Дорогие браты и сестры, сегодняшняя литургия пасхальной вигилии открывает перед нами таємницю переходу. Переходу от смерти до життя, от темры до світла. До речі, слово «Пасха» перекладається на білоруську мову як «переход». Мої дорогі, у гэтую святую ноч у нашым жыцці таксама адбываецца своеасаблівы пераход. Можа, калі мы глыбей задумаемся, то ўзнікне ў нас пытанне, ці патрэбны нам такого роду пераход. Мы живем паводле Божых заповедяў, прыйшлі сёння мимо ўсяго на літургію святой пасхальнай ночы, памятаем пра Бога, молімся, у касцёл прыходзім звычайна часцей. Ці патрэбны нам такі пераход? Можа, яго патрабуюць толькі самыя закаранелыя грэшнікі, безбожнікі? Дорогие, той пераход, про які апавядае сёння кніга Зыходу, калі ізраільскі народ вырушаў з егіпецкай зямлі, з палону, у зямлю абяцаную Богу і крочу праз Чырвонае мора, пераход той не толькі з'яўляецца вобразам вызвалення з граху і паставай на вяртанне. Апрача гэтага, ён з'яўляецца вобразам вызвалення мяне з сітуацыі, якая вядзе да граху, вызвалення ад непатрэбнай боязі за сябе. Калі, дарагія, мы жывем у пастаяннай боязі за сваё жыццё, то гэтая боязнь паралізуе нашу любоў. Я хотел бы иметь у себе безмежную любовь, хотел бы такую же любовь бачить у іншых людей, але перашкаджае у гэтым нейкая нябачная мяжа, на якой стаіць крыж, дзе існуе смерць. Калі я люблю іншага чалавека, ці ў сужанстве, ці ў сям'і, ці ў сяброўскіх адносінах, то пэўны час, праз некаторы час пачынаю заўважаць, што гэтая любоў пачынае не прыносіць мне аніякай карысці, што мне, каб падтрымліваць гэтую любоў, трэба ўкладаць усё больш і больш уласных намаганняў ад сябе ўжо. І ў такі момант з'яўляецца крыж. І я задаю сабе чарговае пытанне: ці варта? У імя чаго? Што я за гэта буду мець? Моя боязнь подсказывает мне: супокойся, подумай про себя, поляжи на диване. Навошта себе мучить? Навошта себе ахвяраваць для кагосьці? Живи для уласного я. Калі я паслухаюсь сваёй боязі, то апынуся ў падобнай сітуацыі, як некалі ізраільскі народ. Так, я траплю у палон. Я стану нявольнікам. Нявольнікам сябе самога, не кагосьці іншага, хто мяне прымушае.
але нявольнікам сябе самога. З аднаго боку я маю ўсё, што для жыцця мне патрэбна, але з іншага я застаюся гэтым нявольнікам сваёй боязі. Аднак у нашым жыцці з'яўляюцца такія моманты, калі я магу выйсці з гэтага небяспечнага палону. Гэты момант ёсць часам майго ўласнага пераходу, маёй асабістай Пасхі. Мои дарагія, як бачым, Бог не пакідае свой народ у Егіпце. Ізраільцяне не асуджаны на палон навекі. Хоць і бачым, наракалі і неаднойчы казалі, што нам гэты Бог не патрэбен, давай нам іншага Бога, давай выльем з медзі якогось цельца і будзем яму пакланяцца, давай нам ежу, давай нам піццё. Але Бог пры гэтым не адкінуў Ізраіля. Бог вырашыў вызваліць свой народ з гэтай нядолі і боязі. Ён стварыў пэўны план для гэтага пераходу, і гэты план у жыцці кожнага веруючага дзейнічае ад часоў Майсея аж да сённяшняга часу. Майсей Божай рукой выводзіць сваіх суайчыннікаў з егіпецкай зямлі, ажыццяўляе, можам сказаць, незвычайны пераход праз Чырвонае мора. Далёка на гарызонце пакідае збянтэжанага фараона яго магутнае войска. Для юдэяў, якія не ўмелі плаваць, Чырвонае мора было б немагчымым шляхам да пераходу. Аднак нават немагчымае сталася магчымым. Народ даверыўся Богу, і вынік гэтага свабода і шлях да абяцанай зямлі. Хто сёння з'яўляецца маім фараонам? Дзе тое Чырвонае мора, праз якое мне сёння трэба прайсці? Калі ў маёй свядомасці ўзнікаюць падобныя пытанні, значыць, я на крок бліжэй да свайго асабістага пераходу, смерці да жыцця. Пасха, якая азначае менавіта гэты пераход, гэта таксама назва той вячэры, якую ізраільцяне рыхтавалі перад сваім выйсцем з Егіпта. Іудзейскі народ меў даволі спецыфічны спосаб святкавання гэтых значных падзеяў у сваёй гісторыі. Пасхальная вячэра была не толькі успамінам мінулых збаўчых падзеяў, а была яшчэ перажываннем нанова гістарычнага вызвалення. Вячэра тая стала прототипом святой мши, літургії Евхаристії, літургії, в якої ми кожен день на всіх алтарах, во всіх святинях, костьолах бачимо смерть і воскресіння Христа. Радость переходу смерті до життя, якою кожен раз здійсняє наш Збавца Єсус Христос. Дорогі брати і сестри, кожна Евхаристія – гэта не толькі якісь далёкі ўспамін падзеяў, якія адбыліся 2000 год таму. Гэта сённяшні час. Это падзея, якая адбываецца кожны раз на алтары, і за якую нашыя сэрцы павінны быць бязмерна ўдзячныя Пану Богу за тое, што Ён выбраў менавіта мяне,
каб я быў хрысціянінам, каб я быў тым, хто сапраўды перайшоў з цемры, балота, граху, зла, ненавісці, эгоізму да сапраўднага святла, якое мы сёння разам з вамі асвяцілі, запалілі і ўнеслі ў гэтую святыню. І святлом гэтым няхай заўсёды, назаўсёды застанецца Христос воскрослый. Христос воскрос! Христос воскрос! Христос воскрос! Амен. Цяпер паўстанем і будзем удзельнічаць у літургіі Хросту.
незвичайные речи про сакраментальные знаки, на протягу истории избавления ты подрихтовала воду, тобою створеною кам'яна, виявляла ласку святого Христу. На початку світу Твой дух узносив над водами, как уже тоді вода тримала моца свячення. Божа навод у водах потопу, Ти дав нам образ одречення, бо тая самая стихія поклала конець загана і дала початок цнотам. Божа, Ти учинив, що сини Авраама пройшли по сухим дне Червоного моря, как народ вызволен из неволи фараона, став образом будучой супольности охрещених. Божа, Твой Сын, охрещенный Иоанном Крестителем у водах Йордану, был намащен Духом Святым, а коли висел на крижі, з його боку пролилися кров і вода. Після свого з мертвих повстання й он наказував учням: «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай, у им открыть скриницу святого Христу. Нехай эта вода проз Духа Святого тримає ласку Твоего одинородного Сына, как человек, який створений на Твое подобенство, и проз сакрамент Христу от бруду всяких грехов обмытый, отродился з води і Духа Святого, до нового життя дитяті Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сына Твоего на эту воду сидя от Духа Святого, как у всех, кто простос похованы разом с Христом у смерти, зим так само и повстали до нового життя, які з Тобою живі владарить у єдності Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Благословите креницы Пана, хвалите, возвеличивайте Его на веки. Теперь запалим свечи, мы будем обновлять наши обещания Господу. Зараз министранты раздадут вогонь, пасхальные свечи.
пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святого хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго справу і паабяцалі служыць Богу у святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаю кожнага з вас, ці выракаеце з граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыце у Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Верую. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верую. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрэшэнне цела і жыццё вечнае? Верую. Всемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Христа, які адрадзіў вас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёй ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Христе, Пану нашым. Можна задушить свечки. У святую ночь поєднання неба і землі в Єсусі Христі з радостю просим Бога нашого Отца. Молимся за святый костел, как он обещал свету воскресению Христа и был свидетелем его перемоги над смертью. Тебя просим, выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как тяжкие хилины не умацовывали своих верников особистым прикладом веры в Божий провид. Тебя просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто сеет ненависть в сердцах людей, как наши молитвы и их верность соединили их на вертане. Тебя просим, выслухай нас, Пане. Молимся за самотных и хворых людей, как ласка откупления умацовала бы их надею на перемогу. Тебя просим, выслухай нас, Пане. Молимся за людей, поєднаних з Богом, про сакрамент покаяння, как с Евхаристии яны черпали силы для тривання у добром. Тебя просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Евхаристию
стишную супольність, каб наше життя було подякою Богу за найсвятейший дар відкуплення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, наш добрий Отче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, как эта любовь переменила наше життя. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме клятву Твої на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу Своєму. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, как эта вера, якая верит початок пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного избавления, раз Христа Пана нашего. Пан с вами.
бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспытно сбираешь народ свой, как до сходу солнца и до заходу, складом имени Твоему чистую вяру, тому едность из усим костелом, у найсвятейшую ночь, з мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа, раз Его покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на вяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ночь, коли был выдадены, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і, подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крови Моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещай смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое престолование. Пане, вспоминаючи збавшую муку Твоего Сына, а так само Его судовное воскресение у Него в шесте, и чекаючи Его другого престя, с подякою складаем Тебе гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его как вяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Карлом Боромеем и святым Бенедиктом, и усими святыми про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта вяра нашего поєднання принесе всему свету супокой избавления. Будь ласкавым мацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земли, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Антонієм і Казиміром, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьба у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі
мы спадзеемся быть к образом с ними, заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого адорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, там осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владыцтво Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы всялякой неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и блестя Спасителя нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить всем супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
сапраўды Христос воскрес. Нехай ось гэты вокліч, які мы толькі што усклікалі, перапаўняе радасцю наше сердце. Хотел бы подякувати Пану Богу за эту урочистість, подякувати усім тим, хто причинився до этой урочистості, бо, скажу вам по секрету, один би я этого ніколи не зробив. Хотел бы подякувати, перш за все, так само декораторам, які упригожили нашу святиню, які до ночі працювали над тим, як ось менавіта так усе хорошо виглядало. Подякувати так само особливим чином хору, бо цих сьогодні мало, але як чуємо сьогодні, як співали «Вось баранки моє», ось це справді аж радість переповняла наше серце. Поэтому так само браво! Так само варто вспомнить сьогодні і особливим чином подякувати нашим міністрантам, які сьогодні, як жовніри, справді завтра ще на процесі обіцяють будуть так служити, якось вже готовиться войско семінарійне, нашей Пінської духовної семінарії. Поэтому їх там сердечно чекаємо. І так само дякуємо за те, що вони так хорошо прислуговують при алтарі. І, напевно, колісці стануть ось так тут, при цьому алтарі, з першою святою мшою. Дякую вам. Дякуємо всім тим, хто сьогодні одарував Пана Єсуса. Ні одної хвилини Єсус в сьогоднішнім дні не остався один. Увесь час хтось був. Хоч люди змінялися, переходили, але хтось завсюди був при Єсусі Христі. Молоді, маці у молитві, Маргаритки, коло Ружанцове. Усім, кого я ще не вспомнив, молодь сьогодні всю раницю співала на всю Білявщину, було чутно. Дякую вам сердечно за ось вашу радість з прославлення Бога. Дякую. Дякуємо особливим чином нашому презесу, пану Станіславу, який сьогодні допомог з вогнищем, приготував його, так само апаратуру привез. Дякуємо сердечно. Дякуємо так само пані Олі, нашому міністранту Стасіку, які організували трансляцію. Не ведаю, скільки чоловік глядело. 91 чоловік ще був з нами. 92 вже. І поэтому так само всі, хто долучився до нас, до цієї трансляції, уявіть собі, як 91 чоловік тут ще були в святині, але вони молились разом з нами, поэтому дякуємо їм так само. Браво! Дякуємо пані Вікторії, нашій органістці, так само пану Максиму, які я так само, бо я вже сьогодні другий раз переживаю Воскресіння Ісуса Христа, і вони так само, вже у Кривчицях ми вже помолились і кричали «Христос воскрес», поэтому дякую за їх витримку, за підтримку мене, за молитву супольную, за подсказки некоторые, бо не все можно вспомнить и не все ведать. Дякую сердечно, так само всім тим, хто сьогодні читав читання, співав псальми, так само приготувався, причинився до приготування цієї літургії пасхальної. Дякую вам, дорогі, від всього серця. І нехай Бог усім нам благословляє. Тепер отримається Боже благословення. Після цього буде перенос найсвятейшего тела Ісуса Христа у гробницю. І можна ще зостатися, як помолитися, як подарувати Пана Бога, бо є за що нам подякувати Пану Богу. Є об чим просити так само Пана Бога. І є за
за што праслаўляць Пана Бога, і няхай гэта застанецца назаўсёды. Амэн. Пан з вамі. У сённяшнюю пасхальную урочыстасць няхай благословіць вас усе малабутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў.
Да. Смотри, 101, даже просмотр, я победила, я скажет под 100. Сопроводы воскрес. Воскрес, говорю, а потом еще писал, еще должно быть, типа, великий дякую там. А, это может вот дальше. Три лайка. Нужно было. как-то сохранить его. Пусть еще освещение будет. Отца и Сына и Духа Святого. Пане Єсу Христе, Ти в день перед мукою і смертю загадав учням подрихтовать пасхальную вечеру. У день Воскресения приняв запрошение двух учнев и сел с ними за стол, а поздним вечером пришел до апостолов, к разом с ними спожить вечеру. Просим Тебе и дай нам с верой переживать Твою присутность сярод нас подчас святочной гостины у день Твоей перемоги, как мы могли радоваться в делу в Твоем житті и в воскресенье. Хлеб живый, який зашел с неба, Ты в святой коммунии даешь життю свету. Благослови этот хлеб и все святочное печиво на успомин хлеба, яким Ты накормил народ, что слухал Тебе на пустыне, який після своего воскресения Ты подрихтовал каля озера для своих учнев. Баранок Божий, який перемог зло и обмыл свет с грехов. Благослови гэтые кілбаси, вандлину и все стравы, які мы будем споживать на успомин пасхального баранка и святочных страв, які Ты разом з апостолами спожив на апошній вечері. Благослови так само гэтую соль, каб аховувала нас от сапсаваності, Христе, життя и воскрешение наше. Благослови гэтые пасхальные яйки, знак нового життя, каб мы, делячися ими в кругу сям'ї, близких и гостей, могли так само делиться один з одним радостью Твоего пробывания с нами. Дай нам усім дойти до Твоей вечной гостины, туды, где Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Со святом. Сохранись как-то. Нет, да, подожди. Память. Нет, не память.